19 июля в здании Сахатеатра состоялась отчетно-выборная конференция регионального отделения партии «Справедливая Россия». Дорогие якутяне, уважаемые участники конференции, делегаты и соратники. Наступает очень ответственный период в истории нашей Российской Федерации. Зависит не только наша внутренняя ситуация, но и в целом будущее нашей республики. Люди устали от вранья, коррупции, кумовства в кадровой политике и от неуверенности в завтрашнем дне. Призрак обновления бродит по нашей республике. Якутские эсеры намерены получить 2 депутатских мандата в Государственной Думе. Один достанется главе регионального отделения партии Федоту Томосову, выдвигающемуся кандидатом по одномандатному округу. Второй – Константину Ильковскому, который идет по региональному списку. Об этом вчера было заявлено журналистам на отчетно-выборной конференции «Справедливая Россия», где собрались более 300 гостей со всех концов республики. Представители первичных организаций партии, общественных объединений, главы наследов и делегаты. Партконференция «Справедливая Россия» – это регулярное мероприятие, которая проходит каждые 2 года. Но в этот раз время ее проведения удачно для республиканских эсеров совпало с началом предвыборной кампании и стало своего рода ее публичным стартом. Именно на ней второй кандидат в Госдуме Ильковский впервые появился на публике и впервые сделал заявление для СМИ. В частности, Ильковский заявил, что не претендует на кресло Ильдархана сегодня. Я считаю, что вот избравшись в Государственную Думу, я смогу реализовывать что ли те задачи, о которых мы сейчас с вами только что говорили. Но там дальнейшая жизнь она потом покажет. Свой опыт работы губернатором Забайкальского края, главы Якутскэнерго, он намерен использовать для представительства интересов якутян в Госдуме. Так, по его словам, в Якутии вполне реально снизить тариф на электричество на 40 и 30%. А локомотивом развития республики есть и будет промышленность. Россия всегда была, есть и будет великой горнодобывающей державой. И нам стыдиться этого ни в коем случае нельзя. Другое дело, что мы сегодня развиваем рентную экономику. Мы живем, по сути дела, за счет продажи сырья или первичных продуктов его переработки. Наша задача, чтобы глубина переработки была максимальной. Что если мы извлекли газ, то мы уже должны продавать не углеводороды как таковые, а мы должны продавать синтетические его продукты. Федот Томосов в ходе конференции был вновь единогласно избран главой Совета регионального отделения «Справедливой России» еще на 2 года. В своем выступлении он сообщил, что за прошедшие 2 года состав якутского отделения партии прирос на 10% и сейчас составляет 1500 членов. Появилось 7 новых первичных отделений в районах республики. Также Томосов заявил, что если якутяне хотят, чтобы у республики было 2 депутата в Госдуме, то должны голосовать за «Справедливую Россию». Напомним, что 18 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы.